Странная девушка. В прошлом году теплоход каравана пристал к одной из деревень, недалеко от этих мест. Нам необходимо было закупить мясо для ресторана и задержаться на некоторое время у берега. Через 60 километров начинался опасный участок реки, не позволяющий теплоходу передвигаться ночью. Навигационные огни на некоторых участках реки не горят. Чтобы время зря не терять, по внешней громкоговорящей связи и местному радиоузлу мы стали передавать объявления о предстоящем вечере отдыха на теплоходе. Белый теплоход, стоящий у берега, блистающий множеством огней, льющаяся с него музыка в такие моменты всегда привлекали местную молодежь. Вот и в этот раз почти все молодое население поселка потянулось к трапу теплохода. Сначала, как и все вступившие первый раз на палубу, они стремятся обойти все и осмотреть. Пройдясь по главной, средней и верхней палубам, сосредотачиваются в конце концов в баре и ресторане. Женская половина, как правило, танцует, мужская больше пьет. Необычная обстановка на теплоходе плюс музыка и спиртное всегда приводят их в возбужденные состояния, иногда доставляющие немало хлопот команде. Почти всегда им не хватает времени, и начинается коллективное обращение продлить удовольствие хоть на полчаса, потом еще и еще. В тот раз я находился один в своей каюте, слышал доносившуюся из ресторана музыку и пытался скорректировать дальнейшее расписание продвижения каравана, а вдруг, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, повернулся и увидел за стеклом окна ее глаза. В этом тогда не было ничего удивительного. Посетителям всегда интересно посмотреть каюту на теплоходе. Я встал, открыл окно. Она не отошла. Смутившись, продолжала смотреть на меня. Мне захотелось что-нибудь сделать для этой одиноко стоящей на палубе женщины. Подумалось, почему она не танцует, как другие? Может быть, у нее какое-то несчастье? Я предложил показать ей теплоход. Она молча кивнула. Я провел ее по теплоходу, показал офис, поражавший посетителей элегантным убранством, ковровые покрытия пола, мягкая кожаная мебель, компьютеры. Потом пригласил к себе в каюту, состоящую из спальни-кабинета, приемной комнаты, которая была устлана коврами и обставлена великолепной мебелью с телевизором, видеомагнитофоном. Наверное, мне тогда доставляло удовольствие поразить деревенскую забитую девушку достижениями цивилизованного бытия. Я открыл перед ней коробку конфет, налил 2 бокала шампанского, думая поразить шиком окончательно, включил видеокассету, где Вика Цыганова пела «Любовь и смерть». На кассете были и другие песни в исполнении моих любимых певцов. Она лишь слегка пригубила шампанское, внимательно посмотрела на меня и спросила: «Очень трудно, да?» Я ждал чего угодно, только не такого вопроса. Рейс был действительно трудным. Сложная навигационная обстановка на реке, команда матросов, состоящая из курсантов речного училища, покуривала травку и поворовывала в магазине. Мы часто выбивались из расписания, не могли прийти в назначенный срок в населенные пункты, где заранее делались объявления о прибытии каравана. Груз этих и других забот часто не давал мне возможности не то что полюбоваться береговым пейзажем, но и просто нормально выспаться. Я сказал ей что-то несуразное, типа «Ничего, прорвемся», отвернулся к окну и выпил шампанское. Мы говорили с ней еще о чем-то, слушали видеокассету и говорили, пока теплоход не причалил к берегу по окончании прогулочного рейса. Потом я проводил ее до трапа. Возвращаясь в каюту, про себя отметил: что-то странное и необычное в этой женщине.
и какое-то легкое и светлое чувство осталось после общения с нею. В ту ночь я впервые за много дней хорошо выспался. Теперь я понял, та женщина на теплоходе была Анастасия. «Так это была ты, Анастасия?» «Да, там, в твоей каюте, я и запомнила все песни, которые тебе в лесу пела. Они звучали, пока мы разговаривали. Видишь, как все просто. Как же ты попала на теплоход? Мне было интересно, как у вас все происходит, как вы живете. Я ведь, Владимир, всегда только дачниками занималась. В тот день я прибежала в деревню, продала сушеные грибы, которые собирают белки, и купила билет на ваш прогулочный рейс. Теперь я много знаю о категории людей, которых вы называете предпринимателями. И тебя знаю теперь хорошо. Я очень сильно виновата перед тобой. Я не знала, что так получится, что так сильно изменю твою судьбу. Только поделать уже ничего не могу, так как они приступили к исполнению этого плана, а они подвластны только Богу. Теперь некоторое время большие трудности, невзгоды придется тебе и твоей семье преодолевать, потом пройдет все. Еще не понимая, о чем конкретно говорит Анастасия, я интуитивно чувствовал, что сейчас откроется мне нечто, выходящее за рамки обычных представлений о нашем бытии, и это нечто будет касаться меня непосредственно. Я попросила Анастасию рассказать подробнее о том, что она имела в виду, говоря про изменения в судьбе и трудности. Слушая ее, я и предположить не мог, насколько точно предсказанное ею начнет воплощаться в реальной жизни. Своим рассказом Анастасия снова вернула меня к событиям годичной давности. Тогда на теплоходе ты показал мне все, даже свою каюту, конфетами угостил, шампанское предлагал, потом проводил до трапа, но я не ушла с берега сразу. Я стала на берегу около кустов, и мне видно было через светящиеся окна бара, как танцует и веселится в нем местная молодежь. Ты показал мне все, но в бар не завел. Я догадывалась, почему. Одета я неподходящая, платком замоталась, кофточка моя немотная, юбка очень длинная, но я могла бы снять платок. Кофточка на мне аккуратная, чистенькая, юбку я руками тщательно разгладила, когда шла к вам. Я действительно не завел в тот вечер Анастасию в бар по причине ее немножко странной одежды, под которой, как теперь выяснилось, эта молодая девушка скрывала свою необычную красоту, сразу резко выделяющую ее на фоне остальных людей. И я сказал ей: «Анастасия, ну зачем тебе понадобился этот бар? Ты что, танцевала бы там в своих калошах? Да и откуда тебе знать танцы современной молодежи?» Я тогда была не в калошах. Когда грибы на деньги меняла, чтобы билет на твой теплоход купить, я и туфли у той женщины взяла. Правда, старенькие туфли, и тесные они мне были, но я их травой почистила, а танцевать мне только взглянуть разочек, и все, еще как станцую. Ты что, обиделась тогда на меня? Не обиделась, только если бы ты пошел в бар вместе со мной, не знаю, плохо это или хорошо, но события по-другому смогли бы развиваться, и такого, наверное, не случилось. Но я не жалею теперь, что произошло то, что произошло. Так что же случилось? Что произошло страшного? Проводив меня, ты не сразу вернулся в свою каюту. Сначала зашел к капитану, и вы вместе с ним направились в бар. Для вас это было обычным делом. Когда вошли, сразу произвели впечатление на публику. Капитан был в своей форме, подтянутый, ты весь элегантный и внешне респектабельный, известный многим на побережье знаменитый Мегре, владелец необыкновенного для людей этих мест каравана, и вы прекрасно понимали, что производите на окружающих впечатление. Вы подсели за столик к 3 молодым девушкам из деревни. Им было всего по 18. Они школу только что закончили.
Вам за столик сразу же подали шампанское, конфеты и новые фужеры. Лучше, красивее тех, что стояли раньше. Ты взял одну из девушек за руку, наклонился к ней и стал говорить ей что-то на ухо. Я поняла, это называется комплименты. Потом танцевал с ней несколько раз и все продолжал говорить. Глаза девушки блестели, она была словно в другом, сказочном мире. Ты вывел ее на палубу, как и мне показывал девушке теплоходы, завел ее в свою каюту, угостил тем же, чем и меня, шампанским и конфетами. Ты вел себя с молодой девушкой немножко не так, как со мной. Ты был веселым, со мной серьезным и грустным даже, а с ней веселым. Я хорошо это видела через светящиеся окна твоей каюты. И, может быть, тогда мне немножко захотелось быть на месте той девушки. Ты что же, ревновала, Анастасия? Не знаю, чувство было какое-то незнакомое для меня. Я вспомнил тот вечер и этих молодых деревенских девушек, так стремившихся тогда выглядеть постарше и посовременнее. Утром с капитаном теплохода Александром Ивановичем Сенченко мы еще раз посмеялись их ночной выходке. Тогда в каюте я понимал, девушка была в таком состоянии, что готова на все, но у меня и в мыслях не было овладеть ею. Об этом я сказала Анастасии, на что она ответила: «Ты все же овладел ее сердцем». Вы вышли на палубу, шел мелкий дождик, и ты набросил на плечи девушки свой пиджак, потом снова увел девушку в бар. Так ты что же, Анастасия, все время в кустах под дождем стояла? Это ничего, дождик хороший был, ласковый, только смотреть мешал, и мне не хотелось, чтобы юбку мочил он и платок. Они мамины, от мамы мне достались, но мне очень повезло. Я пакетик целлофановый на берегу нашла, я их сняла, пакетик положила и спрятала под кофточку. Анастасия, если ты домой не ушла и дождь начался, вернулась бы на теплоход? Не могла, ты же проводила меня, и другие заботы у тебя были, да и заканчивалось все. Когда пришло время окончания вечера и теплоход нужно было уводить, вы по просьбе девушек и, главное, по просьбе той девушки, которая была с тобой, задержали теплоход. Все было тогда в вашей власти, включая их сердца, и вы упивались этой властью. Девушкам была благодарна местная молодежь, и они тоже ощущали себя одаренными властью через вас. Они совершенно забыли о тех молодых людях, которые были в том же баре и с которыми они дружили еще в школе. Вы с капитаном проводили их до трапа. Ты пошел к себе в каюту. Капитан поднялся на мостик, и теплоход, дав гудок, медленно, очень медленно стал отчаливать от берега. Девушка, с которой ты танцевал, стояла на берегу среди подруг и местной молодежи, провожающей теплохода. Ее сердечко билось так сильно, словно стремилось вырваться из груди и улететь. Мысли и чувства смешались. За ее спиной чернели очертания деревенских домов с потушенными огнями. Перед ней от берега навсегда уходил белый теплоход, горячим множеством огней, щедро разливающий по воде и ночному берегу музыку. На уходящем белом теплоходе ты, сказавший ей так много прекрасных, неслышанных ранее слов, завораживающих и манящих. И все это медленно и навсегда удалялось от нее. Тогда и решилась она на виду у всех. Девушка сжала свои пальчики в кулачки и отчаянно закричала: «Я люблю тебя, Владимир!» Потом еще и еще раз. Ты слышал эти крики? «Да», — ответил я. «Их невозможно было не слышать. И люди из твоей команды их слышали. Некоторые из них вышли на палубу и смеялись над девушкой. Мне не хотелось, чтобы смеялись над девушкой. Потом они, словно осознав что-то, перестали смеяться. Но ты не вышел на палубу, и теплоход продолжал медленно удаляться.
Она думала, ты не слышишь ее, и продолжала упорно кричать: «Я люблю тебя, Владимир!» Потом ей стали помогать ее подружки, и они кричали вместе. Мне было интересно узнать, что за чувство такое любовь, из-за которого теряет человек контроль над собой, или, может быть, помочь захотелось той девушке. И я крикнула вместе с ними: «Я люблю тебя, Владимир!» Я словно забыла в тот момент, что не могу произносить слова так просто. За ними обязательно должно быть чувство, осознанность и достоверность природной информации. Теперь я знаю, насколько сильное это чувство. Оно и разуму не очень-то подвластно. Та деревенская девушка стала чахнуть и пить спиртное. Я ей с трудом помогла. Теперь она вышла замуж и погружена в повседневные заботы. А мне к своей и ее любовь пришлось добавить. История с девушкой немного взволновала меня. Рассказ Анастасии хорошо и детально воскресил в памяти тот вечер, и все действительно происходило так, как она говорила. Это было реально. Своеобразное объяснение Анастасии в любви не произвело на меня тогда никакого впечатления. Когда я увидел ее образ жизни, познакомился с ее мировоззрением, она стала казаться мне какой-то нереальной, несмотря на то, что сидела она рядом со мной, и можно было запросто дотронуться до нее. Сознание, привыкшее пользоваться иными критериями оценки, не воспринимало ее как существующую реальность. И если в начале нашей встречи меня влекло к ней, то теперь она уже не вызывала прежних эмоций. Я спросил: «Так значит, ты считаешь случайным появление в тебе этих новых чувств?» «Они желанны, важны», — ответила Анастасия. «Они даже приятны, но мне захотелось, чтобы меня так же любил ты. Я понимала, что, узнав меня, мой мир немного поближе, ты не сможешь воспринять меня как обычного человека. Может быть, даже будешь бояться иногда. Оно так и произошло. Я сама виновата, много ошибок совершила, все время почему-то волновалась, спешила, объяснить не успевала. Глупо как-то все получалось у меня, да? Исправляться надо». При этих словах она чуть грустно улыбнулась, тронула рукой свою грудь, и я сразу вспомнил происшествие того утра, когда я был у Анастасии. Букашечки, в то утро я решил вместе с Анастасией проделать утренние процедуры. Сначала все шло хорошо, и под деревом постоял, и ростки разные трогал. Она рассказывала мне о травах. Потом я лег рядом с ней на траву. Мы были совершенно голые, но даже мне не было холодно. Может быть, конечно, и от того, что побегал вместе с ней по лесу. Настроение великолепное, ощущалась какая-то легкость, и не только физическая, она была словно внутри. Все началось с того, что я почувствовал на бедре пощипывание. Поднял голову и вижу на бедре и ноги какие-то букашки, муравьи и, по-моему, жучок. Я размахнулся, чтобы прихлопнуть их, но не успел. Анастасия перехватила мою руку и держит. «Не трогай их», — сказала. Потом она встала передо мной на колени, наклонилась и вторую руку прижала к земле. Я лежал, словно распятый. Попытался высвободить руки, но не тут-то было. Почувствовал, что это невозможно. Тогда я рванулся, прилагая немало усилий. Она же удержала меня, не особенно напрягаясь, да еще улыбаясь при этом. А на теле чувствую все больше и больше ползущих, щекочущих, покусывающих и пощипывающих. И сделал вывод: они начинают меня есть. Я был в ее руках в прямом и переносном смысле и оценивал обстановку. Никто не знает, где нахожусь я.
никто не забредет сюда, а если и забредет, увидит мои обглоданные косточки, если и косточки увидит. И много разного мгновенно пронеслось тогда в моем мозгу, и на основании всего этого, наверное, инстинкт самосохранения подсказал единственное в такой ситуации возможное решение. Я со всей силой и отчаянием зубами вцепился в обнаженную грудь Анастасии и еще головой при этом из стороны в сторону замотал. Я разжал зубы, как только она вскрикнула. Анастасия отпустила меня, вскочила, одной рукой держится за грудь, другой машет вверх, пытается улыбаться. Я тоже вскочил и крикнул ей, лихорадочно отряхивая себя ползающих. Гадом меня скормить хотела, ведьма лесная. Не дамся так просто. Продолжая махать и через силу улыбаться всему насторожившемуся вокруг, Анастасия взглянула на меня и медленно, а не так обычно бегом, пошла к своему озеру, опустив голову. Еще постояв некоторое время и раздумывая, что же делать дальше, возвращаться к реке, но как найти дорогу, идти за Анастасией, но для чего, я все же пошел к берегу озера. Анастасия сидела на берегу, растирала в ладонях какую-то траву и втирала ее сок в то место на груди, где виднелся огромный синяк от моего укуса. Ей, наверное, было больно, но с какой целью она меня держала? Некоторое время я молча потоптался рядом, затем спросил: «Больно?» Не поворачивая головы, она ответила: «Больше обидно», и молча продолжала втирать травяной сок. «Зачем же ты так шутить со мной вздумала? Хотела как лучше. Поры твоей кожи все закупорены, не дышат совсем. Букашечки их и прочистили бы. Не так это и болезненно, скорее приятно. А змея, она жалом мне в ногу тыкалась. Ничего тебе она плохого не делала, а если бы и выпустила яд, то сверху только я его растерла бы тут же. У тебя кожа и мышцы на пятке немеют». «Это от аварии», — сказал я. Некоторое время мы молчали. Глупая какая-то ситуация получилась. Не зная, что и сказать, я спросил: «Что ж тебе, как раньше, когда я сознание терял, не помог этот кто-то невидимый?» «Потому и не помог, что улыбалась я, и когда ты кусаться стал, улыбаться старалась». Мне стало как-то неловко перед ней. Я схватил лежащий рядом пучок травы, со всей силы потер его в ладонях, потом встал перед ней на колени, стал растирать влажными ладонями синяк. Мечты сотворения будущего. Теперь, узнав о чувствах Анастасии, ее желании при всей своей необычности доказать, что она естественный и обычный человек, я понял, какую боль причинил ее душе в то утро. Еще раз извинился перед ней. Анастасия ответила, что она не сердится, но теперь, после сотворенного ею, боится за меня. «Что же такого страшного ты могла сотворить?» – спросил я и услышал в очередной раз рассказ, который не должен был излагать всерьез человек, желающий казаться таким же нормальным, как и все живущие в нашем мире люди, потому что такого о себе никто не говорит. «Когда ушел теплоход, — продолжала Анастасия, — и местная молодежь направилась в деревню, я некоторое время постояла на берегу одна, и мне было хорошо. Потом я убежала в свой лес, день прошел, как обычно, а вечером, уже когда появились звезды, легла на траву и стала мечтать. Тогда и выстроила этот план». «Какой еще план?» «Понимаешь, то, что знаю я,
знают по частям разные люди того мира, в котором живешь ты. А все вместе они знают почти все, только не до конца понимают механизм. Вот я и размечталась, что ты приедешь в большой город и расскажешь обо мне и о том, что я тебе пояснила многим людям. Ты сделаешь это теми способами, которыми вы обычно доводите всякую там информацию, и напишешь книгу. Ее прочитают много-много людей, и приоткроется им истина. Они станут меньше болеть, переменят свое отношение к детям, выработают для них новый способ обучения. Люди станут больше любить, и Земля будет излучать больше светлой энергии. Художники нарисуют мои портреты. Это будет лучшее из всего, что они рисовали. Я постараюсь вдохновлять их. Они сделают то, что вы называете кино. И это будет самый прекрасный фильм. Ты будешь на все это смотреть и вспоминать меня. К тебе придут ученые люди, которые поймут и оценят то, о чем я тебе рассказывала, и они тебе многое пояснят. Ты поверишь им больше, чем мне, и поймешь, что никакая я не ведьма, а человек. Только информации во мне больше, чем у других. То, что ты напишешь, будет вызывать большой интерес, и ты станешь богат. В банках 19 стран будут у тебя деньги, и ты поедешь по святым местам и очистишься от всего темного, что есть в тебе. Ты будешь вспоминать меня и полюбишь, захочешь снова увидеть меня и своего сына, захочешь стать достойным своего сына. Моя мечта была очень яркой, но и, возможно, немножко просящей. Вот поэтому, наверное, все и произошло. Они приняли ее как план к действию и решились перенести людей через отрезок времени темных сил. Это допускается, если план в деталях рождается на земле, в душе и мыслях земного человека. Наверное, они восприняли этот план грандиозным, а может быть, что-то сами в него добавили, потому темные силы очень сильно активизировали свою деятельность. Такого еще никогда не было. Я поняла это по звенящему кедру. Его лучик стал намного толще. Он извинит теперь сильнее, спешит отдать свой свет, свою энергию. Я слушала Анастасию, и в тот момент во мне все больше утверждалась мысль, что она сумасшедшая. Может быть, сбежала давным-давно из какой-нибудь больницы и живет здесь, в лесу, а я еще и переспал с ней. Теперь вот ребенок может родиться. Ну и история. Тем не менее, видя, с какой серьезностью и волнением она говорит, я постарался успокоить ее. Ты не беспокойся, Анастасия. Твой план заведомо неосуществим, а потому и бороться темным и светлым силам незачем. Ты же недостаточно детально знаешь все о нашей обычной жизни, ее законах и условностях. Дело в том, что книг у нас сейчас великое множество издается, но даже произведения известных писателей не очень-то покупают. Я совсем не писатель, а следовательно, нет у меня ни таланта, ни способностей, ни образования, чтобы чего-то там написать. Да, раньше у тебя их не было, но теперь есть, заявила она в ответ. Хорошо, продолжал я успокаивать ее. Даже если попытаюсь, никто не будет этого печатать, не поверят в твое существование. Но я существую для тех, для кого существую. Они поверят
и помогут тебе так же, как помогу им потом я. И мы вместе с этими людьми. Не сразу мне стал понятен смысл ее фразы, и я снова сделал попытку успокоить ее. Не буду я ничего даже пытаться писать. Нет в этом никакого смысла. Пойми ты это наконец. Будешь, они уже явно составили целую систему обстоятельств, которые заставят тебя это сделать. Я что, по-твоему, винтик в чьих-то руках? И от тебя многое зависит, но темные силы будут стремиться помешать тебе всеми доступными им способами, вплоть до подталкивания тебя к самоубийству, создавая иллюзию безвыходности. Все, Анастасия, хватит, надоело слушать твои фантазии. Считаешь это фантазией? Да, фантазии. И я осекся. Мысль словно вспыхнула, соизмерила в моей голове время, и я понял. Все, что рассказывала Анастасия о своих мечтаниях, о сыне, она задумала в прошлом году, когда я еще не знал ее так близко, как сейчас, и не переспал с ней. Теперь год спустя это произошло. «Так, значит, все уже происходит?» – спросил я у нее. «Конечно, если бы не они и я немножко, твоя вторая экспедиция была бы невозможной. Ведь ты едва-едва сводил концы с концами после первой, и на теплоход уже не имел никаких прав. Ты что же, повлияла на пароходство, на фирмы, которые мне помогли?» «Да». «Так ты же разорила меня и нанесла ущерб им. Какое ты право имеешь вмешиваться? А я еще теплоход доставил, сижу здесь с тобой. Может, там разворовывают все? Ты, наверное, гипнозом каким-то обладаешь. Нет, еще чем-то похоже. Ты ведьма, и все тут. Или отшельница ненормальная. Ничего нет у тебя, даже дома нет. А философствуешь тут передо мной, колдовка. Я предприниматель. Ты хоть понимаешь, что это такое? Я предприниматель. Пусть погибаю, но еще идут по реке мои теплоходы. Они несут людям товары. Это я доставляю, даю людям, и тебе могу дать нужные товары. А что можешь дать мне ты? Я... Что дать могу тебе? Дам каплю нежности небесной и дам покой. Ты будешь гений ясноокий, я образ твой. Образ? Да нужен он кому твой образ? Толк с него какой? Он тебе книгу для людей поможет написать. Ну вот, пожалуйста, опять ты с мистикой своей гадость можешь сотворить. Как человек не можешь, значит, жить. Никогда и ничего плохого я никому не делаю и не могу сделать. Я человек. Если тебя так волнуют блага земные и деньги, то подожди немножко, все вернется к тебе. Я виновата перед тобой, что так помечтала, что будет трудно тебе какое-то время, но как-то иначе ничего не придумалось тогда. Ты же логику не воспринимаешь, тебя нужно заставлять с помощью жизненных обстоятельств твоего мира. Вот, пожалуйста, не вытерпел я. Значит, все-таки заставлять? Делаешь это ты, а еще человеком хочешь казаться обычным. Я человек, женщина. Анастасия волновалась. Это было видно потому, как она воскликнула. Я же только хорошего, светлого хотела и хочу. И я хочу, чтобы очистился ты, потому и задумала тогда поездку по святым местам, книгу. Они это приняли, а с ними всегда темные силы борются, но никогда в главном.
не побеждают. А ты что же, со своим интеллектом, информацией, энергией при этом будешь в стороне, как наблюдатель? При такой степени противостояния двух великих начал эффект от моих усилий ничтожно мал. Нужна помощь и многих других из вашего мира. Я буду искать и найду их, как тогда, когда ты лежал в больнице. Только это сам, ну хоть немножко стань осознаннее, побори в себе дурное. Да что во мне такого уж дурного, что плохого я в больнице делал, и как это ты меня лечила, если тебя рядом не было? Ты тогда просто не чувствовал моего присутствия, но рядом я находилась. Когда была на теплоходе, я принесла вам веточку звенящего кедра, которую еще мама сломала перед тем, как погибнуть. Я оставила ее в твоей каюте, когда ты пригласил меня. Ты был тогда уже болен. Я почувствовала. Ты помнишь веточку? Да, ответил я. Веточка действительно долго висела в моей каюте. Ее видели многие из команды. Я привез ее в Новосибирск, но не придавал ей никакого значения. Ты просто выбросил ее. Но я ведь не знал. Да, не знал. Выбросил. И не успела мамина веточка болезнь победить. Потом ты лежал в больнице. Когда вернешься, внимательно посмотри историю своей болезни. В карточке ты увидишь, что несмотря на применение самого лучшего лекарства, улучшения не наступало. Но потом тебе ввели масло кедрового ореха. Врач, строго соблюдавший предписанные правила, не должен был этого делать, но он сделал то, чего нет ни в одном вашем медицинском рецептурном справочнике и вообще никогда не делалось. Ты помнишь? Да. Тебя лечила женщина, заведующая отделением одной из лучших клиник вашего города, но это отделение не связано с твоим заболеванием. Она оставила тебя, хотя этажом выше в этом же здании находилось отделение по профилю твоего заболевания, так? Да. Она колола тебе иголки, включая при этом музыку в полутемной комнате. Анастасия говорила все то, что было со мной на самом деле. Ты помнишь эту женщину? Да, это была заведующая отделением бывшей обкомовской больницы. И вдруг Анастасия, глядя серьезно на меня, сказала несколько отрывочных фраз, сразу потрясших меня. Даже мурашки по телу пробежали. Какую вы любите музыку? Хорошо, вот так, негромко. Она говорила эти фразы голосом и с интонациями заведующей отделением, которая меня лечила. «Анастасия!» — воскликнул я. Она прервала меня. «Слушай дальше, ради Бога, не удивляйся, но попробуй в конце концов осознать, что говорю я тебе, ну хоть немного мобилизуй свой ум. Все это пока очень просто для человека». И она продолжала. «Эта женщина врач, она очень хорошая, она настоящий врач, мне с ней было легко, она добрая и открытая. Это я не хотела, чтобы перевели тебя в другое отделение. Другое соответствовало профилю твоего заболевания, а ее нет. Но она просила своих начальников: «Оставьте, я вылечу». Она чувствовала, сможет. Она знала твои болячки лишь следствие другого. И с этим другим она пыталась бороться. Она врач. А как вел себя ты? Продолжал курить. Пил сколько хотел, ел и острое, и соленое, и это при такой сильной язве. Ты не отказывал себе ни в чем, ни в каких удовольствиях.
где-то в подсознании засела, но сам ты этого не подозреваешь, что тебе ничего не страшно, ничего не случится с тобой. Я не сделала ничего хорошего, и скорее, наоборот, темного в твоем сознании не убавилось, не прибавилось осознанности, воли. Когда ты уже был здоров, поздравить ее с праздником, женщину, спасшую тебе жизнь, послал свою сотрудницу, а сам даже не позвонил ни разу. Она так ждала этого, она полюбила тебя, как... Она или ты, Анастасия? Мы, если тебе так будет понятнее. Я встал и, не зная почему, отошел от сидящей на поваленном дереве Анастасии. Шага на два. Смешанность чувств и мыслей вызывала все большую неопределенность в отношении к ней. Ну вот, опять ты не понимаешь, как я это делаю, пугаешься, а догадаться просто с помощью воображения и точного анализа возможных ситуаций. А ты опять обо мне подумал. Она замолчала, наклонив голову над своими коленями, и я стоял молча, думал, да что же она все говорит и говорит разные невероятности, говорит и сама же расстраивается, что непонятно они, видно, не соображает, что любой нормальный человек не воспримет их, а следовательно и ее как нормальную. Потом я все же подошел к Анастасии, отвел с ее лица неспадающие пряди волос. Из больших серо-голубых глаз Анастасии скатывались слезинки. Она улыбнулась и сказала неприсущую ей фразу: «Баба, она и есть баба, да? Сейчас ты поражен самим фактом моего существования и не веришь своим глазам, не веришь до конца, не можешь осознать, что говорю тебе я. Факт моего существования и способностей кажутся тебе удивительными. Ты совсем перестал воспринимать меня как нормального человека, а я, поверь, человек и никакая не ведьма. Мой образ жизни ты считаешь удивительным, но почему не кажется удивительным и парадоксальным тебе другое? Почему люди, признавшие Землю космическим телом, величайшим творением высшего разума, каждый механизм которого величайшее его достижение, терзают этот механизм и направляют столько усилий на его поломку? Вам кажется естественным рукотворный космический корабль или самолет, но вся эта механика сделана из поломанных и переплавленных частей величайшего механизма. Представь себе существо, которое ломает летящий самолет, чтобы сделать из его частей себе молоток или скребок, и гордится, если у него получается примитивное орудие. Оно не понимает, что нельзя ломать летящий самолет бесконечно. Ну как же не поймете вы, что нельзя так терзать нашу Землю? Компьютер считается достижением разума, но мало кто подозревает, что компьютер можно сравнить с протезом мозга. Ты можешь себе представить, что произойдет с человеком, если он при нормальных ногах будет ходить на костылях? Мышцы его ног, конечно же, атрофируются. Машина никогда не превзойдет человеческий мозг, если его постоянно тренировать. Анастасия растерла ладонью скатывающуюся по щеке слезинку и снова упорно продолжала излагать свои невероятные умозаключения. Тогда
И предположить я не мог, что все сказанное ею взволнует многих людей, сколыхнет умы ученых и даже в качестве гипотез не будет иметь аналогов в мире. По словам Анастасии, Солнце – это нечто вроде зеркала. Оно отражает исходящее от Земли излучение, невидимое глазом. Это излучение от людей, находящихся в состоянии любви, радости и каких-то иных светлых чувств. Отразившись от Солнца, оно возвращается на Землю в виде солнечного света и дает жизнь всему земному. Она приводила при этом ряд доказательств, хотя понять их было не так просто. Если бы Земля и другие планеты лишь потребляли благодать света Солнца, говорила она, то оно должно было бы угасать, неровно гореть, и его освещение не могло бы быть равномерным. Одностороннего процесса во Вселенной нет и быть не может. Все взаимосвязано. Она оперировала и словами из Библии. «И жизнь была свет человеков». Анастасия также утверждала, что чувство одним человеком передается другому, отражаясь от космических тел. Она демонстрировала это на примере. Она говорила: «Никто из людей, на земле живущих, не сможет отрицать, что чувствует, когда его кто-то любит. Это ощущение наиболее ощутимо, когда находишься рядом с любящим тебя. Вы называете это интуицией. На самом деле от любящего исходят невидимые волны света. Но и когда человек не рядом, если сильна любовь его, она также ощутима. С помощью этого чувства, понимая природу его, и можно творить чудеса. Это то, что называете вы чудесами, мистикой или невероятными способностями. Скажи, Владимир, тебе стало сейчас чуть лучше со мной? Ну как-то легче, теплее, заполненнее. Да, ответил я, мне почему-то стало теплее. Теперь смотри, что будет с тобой происходить, когда я еще больше сосредоточусь на тебе. Анастасия чуть опустила ресницы, медленно сделала несколько шагов назад и остановилась. По моему телу разливалось приятное тепло. Оно усиливалось, но не обжигало, не становилось жарко от него. Анастасия повернулась и медленно стала удаляться, скрылась за толстым стволом высокого дерева. Ощущение приятного тепла не уменьшалось. К нему добавилось новое, будто бы что-то помогало сердцу гонять по жилам кровь. И теперь с каждым его ударом создавалось впечатление, что потоки крови мгновенно достигают каждой жилочки тела, сильно вспотели и стали мокрыми ступни ног. «Вот видишь, теперь тебе все понятно», — сказала вышедшая из-за дерева торжествующая Анастасия, уверенная, будто бы она смогла что-то доказать мне. «Ты ведь все чувствовал, когда я зашла за ствол дерева, и даже усилились твои ощущения, когда меня не видел. Расскажи мне о них». Я рассказал и спросил в свою очередь, что доказывает ствол дерева. «Ну как же, волны информации и света от меня шли к тебе напрямую. Когда я скрылась, ствол дерева их должен был сильно исказить, так как у него своя информация и свое освещение. Но этого не произошло. Волны чувств стали попадать к тебе, отражаясь от космических тел, к тому же усилились. Потом я сделала то, что вы называете чудом. У тебя вспотели ноги. Ты скрыл это от меня.
Я не придал этому значения. Какое же чудо заключается в потении ног? Я выгнала из твоего организма через ноги много всяких болячек. Ты должен чувствовать себя сейчас намного лучше. Даже внешне это заметно. Вот и сутулость уменьшилась. Действительно, физически я ощущал себя лучше. Так значит, ты вот так сосредоточишься, помечтаешь, и получается, что захочешь? Так примерно. И всегда это у тебя получается, даже когда мечтаешь, не только об исцелении. Всегда. Если не абстрактна мечта, если она детализирована до мельчайших событий и не противоречит законам духовного бытия, такую мечту не всегда удается построить. Надо, чтобы мысль очень-очень быстро мчалась, и вибрация чувств соответствующая была. Тогда воплотится она обязательно. Это естественно. В жизни у многих так случается. Спроси у знакомых своих. Может быть, и среди них найдутся те, кто помечтал. И сбылась мечта его полностью или частично. Детализировать, мыслить, чтобы быстро-быстро мчалась. Скажи, а когда ты о поэтах-художниках книги мечтала, ты детализировала, быстро думала твоя мысль? Необыкновенно быстро и все конкретно в мельчайших деталях. Теперь, считаешь, сбудется? Да, сбудется. А больше ты ни о чем тогда не мечтала? Ты мне все рассказала о своих мечтаниях. Я не все рассказала тебе о своей мечте. Так расскажи все. Ты хочешь меня слушать, Владимир, правда? Да. Лицо Анастасии просияло, будто вспышка света озарила его. Вдохновенно и взволнованно произнесла она свой невероятный монолог.